Здравствуйте! В эфире программа «Парламентский вестник», подготовленная информационно-аналитическим управлением Народного собрания Карачаево-Черкесии. Сегодня мы расскажем о некоторых итогах работы парламентариев в новом году. На днях члены парламентского комитета по регламенту, мандатным вопросам, средствам массовой информации, делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций, которые возглавляет депутат Бибулат Урусов, обсудили обращение Федеральной миграционной службы России по Карачаево-Черкесии к президенту республики с просьбой рассмотреть возможность разработки республиканского закона о введении вкладышей в паспорта граждан, выдаваемых на территории Карачаево-Черкесии, где была бы указана национальность гражданина. В работе заседания приняли участие представители Росстата, Федеральной миграционной службы России по Карачаево-Черкесии, руководители правовых управлений администрации президента и Народного собрания республики. По указанию Росстата Российской Федерации, с 1 января 2008 года в статистических листках Росстата в Карачаево-Черкесии, как и в других субъектах Российской Федерации, была убрана графа «национальность». В результате национальная составляющая миграционных потоков в полиэтнических регионах России не может быть отслежена. В Карачаево-Черкесии, как и в других многонациональных республиках, вопрос о самоидентификации по национальному признаку будет традиционно актуальным еще очень продолжительное время. Следовательно, точное знание национального состава субъектов Российской Федерации, особенно на юге России, является важным фактором обеспечения мирного течения политических процессов. Эта точка зрения выработана на расширенном заседании Общественно-консультативного совета отдела Федеральной миграционной службы России по Карачаево-Черкесии, в состав которого входят руководители 15 национальных общественных организаций республики и национальных культурных автономий. На этом же заседании было принято обращение к президенту Карачаево-Черкесской республики Борису Эбзееву от имени представителей институтов гражданского общества с просьбой рассмотреть возможность разработки республиканского закона о введении вкладышей в паспорта граждан, выдаваемых на территории Карачаево-Черкесии, где будет указываться национальность. Правовое управление Народного собрания президента республики в один голос сказали «нет». Внесение изменений в действующее республиканское законодательство в этой области будет прямым нарушением федерального законодательства, так как все виды документов, удостоверяющих личность гражданина, устанавливаются федеральным законом и находятся исключительно в ведении Российской Федерации. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина, определяются федеральным законом. То есть вкладыш это тоже является как приложение. В ходе заседания прозвучало предложение вернуть в статистические листки Росстата по Карачаево-Черкесской республике графу «национальность». Это ведение федеральное, Росстат не пойдет на то, чтобы своим каким-то постановлением или приказом попирать вот эти вот конституционные законы и даже саму Конституцию. Но мы сама республика не может для себя это сделать? Республика для себя, какие хочет сведения, может собирать до тех пор, неофициально до тех пор, кто-нибудь не жалуется, что меня спрашивают национально. Несмотря на невозможность разработать и принять республиканский закон, обращение все же вызвало бурные дебаты среди парламентариев. Мы не знаем, сколько карачаевцев, сколько нагайцев объективно. У нас нет источника, к которому мы обратились и получили объективную информацию. Я думаю, на уровне всех республик этот вопрос будет подниматься, как бы потом на федеральном уровне вот это дело обсуждать. Я так думаю. В Карачаево-Черкесии учет численного состава каждой национальности мы должны у себя иметь. Иначе мы не сможем управлять национальными процессами. Вот в чем моя боль. По мнению депутата Сергея Хохлачева, введение вкладышей в паспорта граждан Карачаево-Черкесии – это регресс, а не прогресс. Все равно найдутся люди, сказал депутат, которые не захотят назвать свою национальность, поэтому считаю нецелесообразным выходить с законодательной инициативой в федеральный центр. Подвел итоги заседания глава комитета Бибулат Урусов. По итогам заседания депутаты пришли к единому мнению. В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации и статут управления и ОФМС по Карачаево-Черкесской республике, они находятся в исключительном ведении Российской Федерации. То есть мы, как субъект Российской Федерации, не можем здесь принимать свои какие-то решения. Потому что если это было бы совместное ведение, статья 72 Конституции Российской Федерации, можно было здесь это сказать, выйти своими предложениями и мнениями. Но на данном этапе мы не имеем право вмешиваться в это решение федерального центра. Поэтому мы решили это. Если надо будет, если народ Карачаево-Черкесии захочет, то мы можем выйти законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации.